Это телеканал «Якутия-24», программа «Актуальное интервью». Меня зовут Влад Давыдов. Несмотря на кажущееся затишье в культурной жизни, в театрах работа не останавливалась. Артисты все так же репетируют, и как только эпидобстановка позволит, ждут своего зрителя. Так Театр оперы и балета Республики готовит премьеру всемирно известной оперетты «Сильва». И наш гость – приглашенный дирижер Венской государственной оперы Александр Знаменский. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, тем, что русские певцы, дирижеры, режиссеры давно и плодотворно работают на лучших мировых сценах, в том числе в Венской опере, сейчас никого не удивишь, а то, что дирижер Венской оперы участвует в постановке спектакля в Якутии, это нас очень приятно удивило. Почему вы приняли это предложение, что сподвигло вас преодолеть вот такие дальние расстояния границ, тем более в такое неспокойное время? Ну, что касается первого вопроса, для меня это было тоже немножко неожиданное предложение. Мне Сергей Сергеевич Юнганс, директор театра, позвонил, со мной связался, и я абсолютно этого не ожидал. Про Якутию мы в Европе слышим уже вот все лето, потому что здесь была аномальная жара. Вот, и потом я стал интересоваться. Зимой здесь температура минус 50, летом такая жара. Вот этот вот такой экстрим меня заинтриговал, если честно. Ну и потом я верю в судьбу. Вы знаете, я считаю, что какие-то яркие вещи, которые в моей жизни происходят, они не происходят просто так. Всему есть свой смысл. Расскажите про свою работу, про свою деятельность. Как давно вы работаете в Венской опере? Мы знаем, что несмотря на пандемию, там сезон открылся. Как там идут спектакли? Много ли зрителей? Соблюдают ли они запрет на крики «Браво» по окончании спектаклей? Вы знаете, я должен вас разочаровать. Он открылся совсем ненадолго. Они смогли поставить сейчас Евгения Онегина, вот, и все. После этого им сразу пришлось закрыться обратно. И вообще сейчас ситуация очень тяжелая. И для меня, на самом деле, я сейчас счастлив, что я, в отличие от своих коллег, продолжаю работать в музыкальном театре. То, что не везде закрывают культуру и искусство, которое, в общем-то, для нас очень важно. Да, вот работа в качестве приглашенного дирижера, режиссера, солист – довольно распространенная практика театров во всем мире. Что такая работа дает вам, как творческому человеку, на постоянной основе? Вы знаете, работа приглашенного значит то, что человек всегда решает для себя, что он будет делать. То есть его заинтересовал конкретный проект, и он за него берется. Не потому, что долг службы заставляет, а потому, что ему именно захотелось этим заняться, потому что его это заинтересовало. Это то, что ему интересно, и то, что, может быть, он может лучше всего. Давайте о предстоящей премьере в Якутске. Почему именно «Сильва»? И как вы, как дирижер, относитесь к оперетте? Насколько это сложное произведение для музыкантов, артистов, оперных певцов? Вообще, произведение это действительно очень сложное. Ее даже сложно назвать опереттой, потому что, обычно оперетта не такой крупной формы. «Сильва» — это фактически опера. Она по своим масштабам огромная, во-вторых, по своей драматической структуре. То есть назвать опереттой даже это сложно. Но, с другой стороны, там есть еще опереточные элементы. Там есть праздник, там есть танцы. Там будет очень весело и зажигающе. Как восприняли идею постановки оперетты якутские коллеги ваши? Дело в том, что для якутских коллег это было очень непривычно. То есть здесь оперетты, насколько мне известно, ставились очень давно. И для них
Вот они даже не знали, как к этому подойти. Но, во всяком случае, большинство. Но сейчас у меня такое ощущение, что всем нравится все больше и больше, потому что все эти предубеждения, касающиеся оперетты, они у них постепенно вот один за другим отваливаются, и они понимают на самом деле, что такое настоящая оперетта. А я вам скажу то, что Сильва, там, «Летучая мышь», есть такие оперетты, которые играются во всех самых больших оперных площадках, на всех самых больших оперных площадках, и стоят на главной роли очереди известных артистов, вокалистов, которые хотят спеть их. Поэтому здесь, в общем-то, я считаю, что артистам этого театра очень повезло. Здесь есть шикарные роли, где они могут показать не только свои вокальные способности, но и раскрыть себя как артистов. По содержанию, Александр, чем будет отличаться якутская Сильва? Будет ли какая-то своя изюминка? Конечно, будет своя изюминка. Вообще, это новая постановка в музыкальном смысле, новая постановка в режиссерском смысле. У нас тоже замечательный художник, которая нашла тоже свои решения. И я думаю, это будет просто бомбически. Вы сказали, что уже познакомились с местной труппой, оркестром, увидели сцену, успели вы вообще в масштабах оценить наш театр оперы и балета Якутии и ее перспективы? Вы знаете, вот в таких масштабах не удалось оценить, потому что у нас здесь достаточно суровые условия в связи с ограничительными мерами. Да, то есть репетиции проходят только малыми группами, только в масочном режиме, и мне приходится с оркестром даже встречаться по группам. Вот. И мы вот как-то пытаемся в этих условиях, тем не менее, все это связать и слепить. Вот. Но я считаю, что касается труппы, у нее большое будущее. Да, подробнее про репетицию вас расспрошу. Насколько интенсивно они проходят? Каждый ли день, несколько ли раз в день? И уже какой период вы готовитесь к премьере? Значит, мы репетируем каждый день. Да. Нам, безусловно, нужно делать какие-то паузы, чтобы все это вымыли, почистили, вот, проветрили. Но мы работаем очень интенсивно. Каждый день минимум с солистами по 6 часов. Потом мы встречаемся с режиссером, делаем свои доработки. Утром тоже, в общем-то, рабочий день начинается рано. Ну, в общем, режиссерский постановочный состав мы 8 часов в день, как минимум. Вот. Все остальные, может быть, поменьше, но они тоже учат в свои паузы. То есть полный рабочий день. Понедельник мы отдыхаем. Но отдыхаем тоже относительно. Александр, когда же ожидать премьеры? Что вы скажете зрителям, которые сейчас нас с вами смотрят, поклонникам искусства? Пожалуйста. Мы все надеемся, что премьера будет 18 декабря. Мы просим всех поклонников искусства, чтобы они за нас болели, чтобы это все-таки состоялось. И чтобы не закрыли ничего здесь, да? Потому что такое нельзя скрывать от общественности. Спасибо, не будем вас больше задерживать. Удачи вам в работе и в сложных репетициях. И, конечно же, успешной премьеры. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в ближайших выпусках. До встречи. Оставайтесь на Якутии 24.